Встречи с представителями средств массовой информации для главы республики становятся уже традиционными. Как ни странно, но с момента прошлой встречи прошло меньше месяца, а вопросы успели накопиться. Помимо уже наболевших тем безработицы, уровня зарплат и светофоров в Новочебоксарске, особняком встал вопрос о недавно отозванной лицензии Чувашкредитпромбанка. Мы с первого дня, с первого часа после лишения лицензии Центрального банка Российской Федерации Чувашкредитпромбанка начали работать, в ручном режиме начали управлять, никаких там секретов нет. К слову, больше половины вопросов журналистов касалось темы отзыва лицензии и последующих шагов к возврату средств вкладчиков банка. И по механизму, начиная с 21 ноября, будут начаты выплаты в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей, согласно действующему законодательству, с учетом начисленных процентов. Вся остальная процедура – это процедура конкурсного производства, и здесь практически работа будет проводиться. Сама процедура будет осуществляться в несколько этапов, среди которых возврат средств с выданных кредитов. Поэтому те средства, которые будут собираться, поэтапно, пошагово, они будут выданы тем, кто имел там вклады. Потом имущество есть. Процедура ни одного дня, ни одного месяца, но процедура продлится даже не менее 1 год. Все те лица, и физические лица, и юридические лица, которые попались в эту ситуацию, да, они все находятся под нашим контролем. Под контролем органов власти, под контролем руководства Центрального банка. Конструктивно на деловом уровне взаимодействия с Центральным банком и агентством по страхованию вкладов. Каждый отдельный случай будет отдельно рассматриваться. По данным Росстата, в России проживает около 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности, что равняется 12,7% от общего населения. Средний процент нищего населения по республике выше, чем средний процент по стране. Доля доходов населения с доходами ниже величины прожиточного минимума у нас количество таких семей составляет 18,5%. Здесь никаких секретов нет, это официальные данные. И наша задача 2 раза снизить количество этих семей к 2025 году. В данный момент уже разрабатываются новые методики подсчета среднего заработка населения. Многие жители республики, по разным оценкам их десятки тысяч, выезжают за пределы Чувашии за длинным рублем. И по действующим методикам в результате подсчетов эти доходы не учитываются. Поэтому Росстат вместе с федеральными органами исполнительной власти должен изменить методику счета. Потому что раз наши уроженцы, выезжая на эти территории, получают там доходы, они и у нас должны учитываться. Вот примерно не менее 30 тысяч у нас практически в реальных располагаемых доходах они не учитываются. Безусловно, благодаря изменению методик подсчета средний показатель нищего населения в Чувашии снизится, и наша республика уверенно поднимется в рейтинге. Также ужесточится контроль над самозанятыми, фрилансерами и людьми, работающими по серым схемам. Налоговая служба, пенсионный фонд, органы местного самоуправления мониторят, проверяют, оценивают. Выявляются люди, которые самозаняты, которые заняты трудовой деятельностью, но с работодателем не оформили трудовые договора. Их у нас десятки тысяч. По оперативным данным, где-то не менее 150 тысяч. Много о чем спрашивали журналисты Михаила Игнатьева, как об относительно масштабных проблемах, о неосвещенном Алатыре, об очистных сооружениях в Цивильске и зарплатах почтальонов, так и о скорее локальных проблемах. Подобные встречи, безусловно, помогают главе республики узнавать ситуацию более детально. Светофоры чинятся, объекты проектируются, налоги собираются. Здесь государством надо делиться. Что значит это?